Merhaba dostlar! Здравствуйте, дорогие друзья! И добро пожаловать на очередной урок крымско-татарского языка. Сегодня мы разберем главное отличие крымско-татарского языка от русского. Также я вам покажу, как правильно подбирать правильные аффиксы, окончания в крымско-татарском языке. А также где-то в середине урока я дам одно задание, и я бы очень хотела, чтобы вы написали или выполнили задание, просто написав комментарий к данному видео. Так я буду знать, что я объяснила все понятно, что тема была доступна, и что хотя бы кто-то прослушивает мои уроки до конца. И еще одно. Я подготовила данный урок по книге Усейнова, которая называется «Изучайте крымско-татарский язык». Также внизу в описании я оставлю ссылку на данную книгу. Вы также сами можете посмотреть данную книжку, посмотреть мой урок и закрепить, может, что-то по этой книге. Ну вот, давайте приступим к уроку. Итак, первое, самое главное отличие крымско-татарского языка от русского языка – то, что в крымско-татарском языке при словоизменении корень слова не меняется. Например, если в русском языке мы говорим «лев» и «львы» во множественном числе, вы видите, что корень слова «лев» изменилось на «львы», то в крымско-татарском языке будет «арслан», и во множественном числе слово «арслан» остается неизменяемым, мы просто добавляем окончание «лар» или же «лер», если слоги мягкие. Потом, следующее. То, что в крымско-татарском языке нет приставок и предлогов. Вместо них используют приставки и послелоги. Например, если в русском языке мы говорим «дом», «в доме», то в крымско-татарском языке, если дом будет «эв», то в доме мы говорим «эвде». Мы просто добавили окончание «де». Также пример праздник с праздником на русском языке. Но на крымско-татарском языке мы говорим «байрам» – это праздник, с праздником будет «байрамнен». Мы также оставили «байрам», то, что не изменилось, и добавили окончание «нен» – «байрамнен». Следующее отличие. Одно из моих самых любимых. Например, почти каждый аффикс имеет только одно определенное значение и крепится к корню или к другому аффиксу один за другим. Например, «яз» обозначает «пиши». Если мы хотим сказать «написанный текст», мы просто добавляем окончание «ы» – «язы». Потом, если мы хотим сказать «писатель», мы берем предыдущее окончание «ы» и добавляем окончание «дж» – «язы дж». «Дж» образует имя деятеля. Следующее. Если же мы хотим сказать «писатели», мы берем все предыдущие окончания «язы дж» и еще плюс добавляем окончание «лар», так как «лар» и «лер» образуют множественное число. В данном случае слоги твердые, и поэтому окончание будет «лар». «Язы дж-лар» – писатели. Следующее. Если мы хотим сказать «мои писатели», мы также берем предыдущие слоги все и добавляем окончание «им». И получается у нас «языджыларым» – «мои писатели». Если мы хотим сказать «наши писатели», мы также берем все предыдущие окончания и добавляем окончание «языджыларымыз» – «наши писатели». Если же мы хотим сказать кому? Нашим писателям,
мы добавляем окончание «га». И получается языджыларымызга. Получается такое длинное слово. Языджыларымызга. Га – это дательный направительный падеж. Данное правило может быть длинное и немножко непонятно, но если вы это выучите, то будет намного проще понимать крымско-татарский язык. И чтобы вы лучше его поняли, я подготовила для вас одно такое задание. Оно очень легкое. В вазифе нужно будет построить по-крымско-татарски цепочку слов. Например, двор, потом двор нужно написать во множественном числе дворы, потом же мои дворы, наши дворы и кому нашим дворам. И маленькая только подсказка: двор на крымско-татарском языке будет азбар. И вы должны будете построить эту цепочку слов по вот этому вот образцу, который я вам только что показала. Итак, теперь давайте перейдем к следующему отличию, к четвертому. Большинство аффиксов имеют звуковые варианты, выбор которых зависит от состава предшествующего слова. Например, эвде, дом в доме. Например, если е это мягкая буква, то поэтому мы пишем де вместо да, эвде. Также мы пишем букву д здесь, а не букву т, потому что буква в, она звонкая, шумная. И буква д, она тоже звонкая, шумная, и поэтому мы пишем букву д, а не букву т. И также вот в следующем примере. Например, джеб, джебте, карман в кармане. Мы видим, что идет у нас мягкая буква, также е, и поэтому мы в конце пишем тоже букву е. Не та, но те. А почему буква т вместо буквы д? Потому что буква п, она является глухой, шумной. И буква т также является глухой, шумной, и поэтому буква т вместо буквы д. Карман в кармане. Также здесь йол, йолда. Если звуки твердые, то мы пишем букву а. Ат, атта. Буква а твердая, поэтому здесь твердая. И обратите внимание, что аффиксы та, те, да и де указывают на местный падеж. Тогда, когда задается вопрос «где?». Следующее отличие. В крымско-татарском языке нет категории рода и родовых окончаний, за исключением нескольких слов, а также некоторых женских имен, принимающих окончание «е» или же «пче». Например, оджа, оджа-пче, учитель, учительница. Если это женщина, мы просто добавляем окончание «пче», только в некоторых словах. Или же в именах. Например, мужское имя это Селим, а женское Селиме. Или же Алим, мужское имя, Алиме это женское. И это последнее отличие, то, что прилагательные определения не изменяются по родам, числам и падежам. Например, бызым мышах, наша кошка. Если же мы хотим сказать нашим кошкам, то также бызым остается неизменяемым, изменяется слово только мышах. И мы говорим бызым мышихларга, нашим кошкам. Ну вот, и закончили данную тему. Главное отличие крымско-татарского языка от русского. Надеюсь, было все понятно. Если есть какие-нибудь вопросы, пожалуйста, пишите внизу в комментариях. Вам спасибо большое за просмотр
И до скорого. Пока-пока.